Садыкова Анвара Ариповна – это имя золотыми буквами впишется в историю казахского хореографического искусства. Неуемная творческая энергия, неустанные поиски, созидательный путь. В рамках международного фестиваля «Опиралия» мы увидим две премьеры. Кто принимал участие в создании, кто проявил инициативу для постановки этих двух номеров на сцене одного из главных театров нашей страны. Поехали! Мне кажется, здесь, судя по звукам музыки. Здравствуйте. 205-й здесь кабинет? Золотая Ира Гатау. Не знаю, надеюсь. Анвара Ариповна, спасибо большое, что вы согласились с нами сегодня встретиться. Не могли пропустить такое значимое, знаковое событие, премьера двух ваших номеров. Если говорить о Жарминке, мы эту постановку делаем с моим любимым коллегой, соратником, талантливейшим хореографом Алматом Шахдаровичем Шамшиевым. Мы с ним задумали этот номер, когда предложение поступило, мы посмотрели, какой репертуар в театре. И нам очень хотелось такого немножко народного характера привнести сюда. И вот идея упала на идею ярмарки. Когда мы читаем труды наших выдающихся деятелей, в том числе и Даурена Тастанбека Чабирова, у него прям описываются, какие танцовщики есть, даже какие элементы они исполняли, их имена, какая манера была. Понятно, что не один в один, но в характеристике, в стилистике мы хотели бы, конечно, немножко атмосферу того времени сделать. А какие элементы традиционного, может быть, балета, каких-то традиционных игр вы включите в этот номер? Что вы естественно, если мы говорим о лексике, о пластике, то у нас, слава богу, есть замечательная мужская школа казахского танца, которая нам передали из рук в руки, это школа Даурена Тастанбека Чабирова, там есть интересные элементы, положения, и они здесь не только в чистом виде, но и в развитии показываются. Естественно, стилистика девочек, какая манера, какая девушка-казашка, характер, она где застесняется, где она бравурна, где она яркая. Это молодежь, им позволительно проявлять эмоции, а то такой возраст как раз, который разрешается пока. Это чуть-чуть там, в период, когда у тебя статус другой уже, там может быть нельзя. А здесь мы молодежь, здесь прям дух молодости, в этом танце мы очень хотим. Естественно, составные герои, и Карабай у нас есть, вообще есть, и у нас есть такие главные герои, они архетипы тех танцовщиков, которых называли живой маржин. Они есть, у нас есть, естественно, процесс пошивар, который с материалами, с бусами и так далее. То есть все атрибуты ярмарки, они мы хотим отразить в этом номере. И самое важное для нас это, конечно, дух, настроение, эмоцию и характеристику казахского народа. Выбор пал на музыку. Я не изменяю своему любимому Турану. Это, конечно, выдающаяся команда. Ребята, которые, на мой взгляд, определили пути развития фольклорной музыки 21 века. То есть мы сегодня говорим, что это абсолютно фольклорное звучание, но настолько интересно, настолько современно, настолько созвучно с этими всеми современными тенденциями сегодняшним происходящим вообще в мире. То есть это и динамика, это объемный звук, это красивый ритмический рисунок, это не какая-то однотипность, это развитие. И вот они это в музыке
великолепно. Вроде бы одна и та же тема, но она очень по-разному в развитии, в обработке звучит, что есть вот динамика, есть кульминация, многословное нарастание, то есть есть развитие в этой музыке. Поэтому нам она очень близка, нам очень нравится с Алматом Шардаровичем. И, в принципе, мы очень рады, что у нас появилась возможность поставить на артистов театра «Астана-опера». Да, вот чья была инициатива? И сейчас вот чуть-чуть возвращаясь к музыке, вот пока мы не отошли недалеко, скажите, пожалуйста, эта музыка уже была готова, это готовая композиция, да, которую вы взяли, заимствовали? То есть музыка уже, если я не ошибаюсь, с первого альбома «Туран», то есть достаточно известное, это народное произведение, Уртики, вот это, но вот, говорю, в великолепном исполнении и обработке Туран. Вот, это готовое произведение, оно уже есть, уже живет много-много лет. Мы обычно, когда с Алматом Шардаровичем начинаем работу, мы заходим в балетный зал и несем всю нашу как медиатеку, которая у нас есть, и мы подряд начинаем прослушивать все, что у нас есть, все. И вот мы там один альбом, второй, других композиторов, других групп, ансамблей. И вроде нет, вот все-таки. Чаще всего мы всегда, первая наша мысль, она Сальна. Она всегда самая первая. Да. Уже сколько раз, просто это много раз было, это уже не случайность, это, наверное, уже опыт какой-то, так скажем. Здорово. Тогда подскажите, пожалуйста, вот про инициативу. Чья была инициатива, чье предложение было поставить номер, выбрать тематики? Предложение поступило от Алтынай Абдуахимовны поставить это вообще номер. А уже идея, видение, это вот чисто наше с Алматом Шардаровичем, потому что я еще раз повторю, что мы как бы отталкивались от вообще репертуара, который мы знаем, есть в Астана-опера, академический, очень, здорово. И мы поэтому захотели народу немножко такую краску. Немножко похулиганить. Похулиганить захотели. Ну, это здорово. То есть репертуар театра обогатится еще и такими аттракциями. Дай Бог. Вы знаете, я давно так не волновалась, честно сказать. Сейчас, в принципе, у меня большая интенсивность в работе, и везде ставим. Но вот здесь, когда, может быть, ориентируешь, что это театр такой Астана-опера. Может быть, это, может быть, от того, что небольшие сроки у нас. Может Какие быть... сроки? За какое время? Честно скажите, пусть все знают, как, в каких условиях на самом деле работают хореографы. Вот сейчас, скажем так, мы сейчас, если чистыми, наверное, чуть меньше 2 недель. Это получается, где-то 12 дней, да, вот так скажем, 12 дней до премьеры, я имею в виду, да. И я очень благодарна Алтынай Абдуахимовне за это предложение, я очень благодарна всем цехам, потому что мы заходим, все работают, все шьют, бутафорию. Это ты понимаешь, чтобы родился один номер, то есть одна хореографическая композиция большая, хронометраж большой, 6:30, это не маленький номер. Много звеньев, как людей участвуют. Тут свыше 24 человек, да, в этом номере. И вот когда ты понимаешь, что здесь как единый организм начинает работать, вот цеха, и артисты, и мы хореографы, и здесь и концертмейстеры, здесь и следят за расписанием. Вот я же понимаю, что это тут целая машина. Да, машина, это так вот колеса идут, да, и ты должен как бы войти в эту систему и успеть в этом режиме, в этом темпе. И это бесконечно ответственно. Художник по костюму театра Астана-опера Дарига. Дариге огромное спасибо, очень человек включен в процесс, заинтересован. Мне очень нравится, когда я захожу в швейный цех, и там все стоят, и каждая волшебница. И вот самое главное, как вы немножечко правы, вот это не намерение. Люди желают, горят, и вот это есть творческая зажигалочка такая. Это самое важное. Да, совершенно верно.
Ну и последний вопрос, наверное, о декорациях, о свете. Что это будет? Это будут видеопроекции или это все-таки будет что-то рукотворное? Нет, да, естественно, мы сейчас еще будем работать с световой партитурой, естественно, потому что многоплановость сцены будет одна статичная у нас картина, оформляющая, вот как бы отражающая атмосферу, дающая атмосферу ярмарки. Я надеюсь, мы сейчас работаем над этим подбором, чтобы это и стилистически подошло, и как бы, ну как сказать, создало ту атмосферу, чтобы не перебивало, да, это тоже очень важно на себя. Вот эту золотую середину. Флёр, да, просто составить. Да, и все. А главное это артисты, главное на них. Мы больше больших эффектов не делаем в этом номере. Нам важен процесс на сцене, исполнение наших артистов. Супер, спасибо, пусть все получится. Мы с вами еще вернемся. Мы не прощаемся, у нас сейчас репетиция, и после этого мы еще поговорим о сарматской жрице. Последний наконечник у меня есть, что унесет меня стрелой в небеса, дары победы над врагом извечным, со мной была их чуждая краса. Да будут все на мне и с ними амулеты, камзол пусть будет в золотых лучах, испить из чаши солнечного света мне предстоит, и мне неведом страх. Мальчики выходят с чаши, пьют. Я в зеркальце увижу круг почета, клыкастый танец хищного огня. Я птицы вспыхну и сгорю в полете. О, жертвенный костер, прими меня. Это же вот, это все. А теперь вот смотри, что мы... Вот так оно будет возрождаться из пепла. Читаю книгу Из глубины веков. Млечный путь, вечное небо. Это вертикаль там, ну? Книга, она, наверное, стала той отправной точкой для, ну, как бы рождения идеи, создания на балетной сцене темы сарматской жрицы. Это книга Крыма Алтынбекова под названием «Возрожденный из пепла». Здесь целая история, ну, как бы, появления на свет, то есть где ее нашли, нашу сарматскую жрицу, ее гипотезы, то есть как она была захоронена, да, вот видите, все это после огня видно это все. Это был процесс, то есть захоронение шло, а потом как бы поджигали специально. Вот. Какая работа, да? И здесь с сарматской, ну вот, то есть женщина, нашедшая, найдены вот эти все золотые изделия. И вот мы видим вот эти вертикальные два стержня, которые прям, в принципе, определил даже размер головного убора, да. И, конечно, ее как бы отношение к кочевой элите определили атрибуты, которые были рядом с ней. И в том числе, конечно, мы сейчас вернемся вот к этому гребню. Тут зеркало, которое она у нас смотрится. Вот она, это зеркало. Это жрицы имели возможность. Имели эту видеть. возможность смотреть, и как бы не случайно даже у нас, например, на инструменте кобас, тоже на деку там тоже зеркало. Но оно имело такое мистическое значение. Как связь с потусторонним миром. Связь с потусторонним миром. А это найден гребень с изображением перских воинов. Колесница здесь, да. Я хотела отразить на видеоконтенте, но мы передумали. Мы решили просто чистый фон делать, потому что как бы больше акцент на балете будет. Вот. Мы, вот эти треножники у нас будут, эти будут, скажем, это да, как чаша, да? Да, большие. И, то есть это вот то, что найдено было вместе с ней, со жрицей. И, конечно, вот эти уникальные, красивые золотые украшения. Это вот на головной убор надевается, да. И вот чистое золото. Чистое золото. И вот Крым Алтынбекович. Вот это. Предполагаемый, ну, как бы и костюм,
Рост невысокий, говорит, где-то 160 сантиметров, поэтому ее в сидячем положении отреставрировали. И вот эти уникальные золотые украшения, конечно. И вот клык волка. Ну, то есть Символ все, власти, да. силы, да, некой. Вот, то есть здесь вот эти все, это древо, верхний мир, тотемное животное. Растительный, звериный Стили, орнамент. да, вот здесь. А вот и сам Кармалт Бегович. Да, вот эта тема. И я с этой темой вообще поделилась потом с Бахытом Гафучем. Спасибо ему огромное. У нас уже есть опыт совместной работы над балетом «Легенда о Туранге». Да. Прям пригласил, мы к Кармалту Беговичу в лабораторию попали, и я посмотрела эти процессы работы. Он с удовольствием, с большим удовольствием. У меня есть фотографии, я потом предоставлю их. Мама оказалась... И вот мама моя потом говорит, очень скромно, у меня мама очень скромный человек была, она говорит, а ты знаешь, что я с Кармалтом Беговым в одном классе училась, мы в ауле там. Я такая, мама, ты не могла мне раньше сказать? А вообще так интересно, моя мама была невесткой такого аула Актуэ, и в свое время туда приехал отец Бахыта Гафуча, Гафу Каирбеков знаменитый, вот, писатель, поэт, и моя мама ему наливала чай, как невестка дома. А потом, когда уже вот мы поставили Турангу, Бахыт Гафуч, Куат, Ага Шильдибаев к нам домой пришли, и мама уже наливала его. Так интересно просто. Еще одно для меня было открытие, когда, уже читая и слушая программы специально снятые по раскопкам сарматской жрицы, выясняется, что археологи Яна Лукпанова и Марат или Мурат Садыков, да, вот, они однофамильцы, то есть Садыкова я, а Лукпанова автор идей костюма сарматской, Асель Лукпанова. Тоже такие интересные совпадения, но знаки, да, такие Всевышний дает, и, конечно, очень-очень хочется, чтобы эта тема реализовалась по-настоящему на сцене. Очень хочется, чтобы ребята прониклись истинно, искренне вот этой темой. Она сложная. В этот раз мы вообще хотели специально писать музыку к сарматской жрице, но такой возможности не было у нас. И мы остановились на музыке группы Step Sons «Жармак». Основная концепция номера заключается в том, что дух сарматской жрицы прорывается сквозь время, сквозь прошлое, но в настоящее. Я давно мечтала сделать на Жармак, но почему-то когда мы года 2 назад искали музыку, я эту стык не нашла. А вот этот стык появился буквально недавно, когда Амина Кисимбаева, на которую ставится этот номер, вспомнила и сказала: Анвар Рипна, вы же хотели делать на меня сарматскую, давайте эту идею вот снова возобновим. Даже я вот на Абдохим сказала: вообще без проблем, давайте. Мы очень ей благодарны за это. Вообще спасибо на Абдохим за возможность реализовывать идеи молодым хореографам. Сейчас вот и Султанбек ставит, и Айдан ставит. Это же так замечательно, это, что взращивается на этой базе театра новые имена, новые хореографы, молодые хореографы. Это очень важно, когда есть такая атмосфера творческая, база есть, с кем есть работать, идеи есть, талант есть. Это здорово. Вы знаете, что я на разных сценах ставлю, а для нас Астана опера — это всегда планка, это всегда высота, это всегда ответственность. Вообще, конечно, мы к любой постановке ответственно относимся, но каким-то с особенным трепетом, что касается именно театра Астана опера. Это правда, это так. Я очень волнуюсь, я очень переживаю, потому что не просто она нам дается, эта сарматская жрица, она непростая, она сама по себе непростая. И здесь нужна сила, физическая сила, духовная сила,
такого внутренней концентрации, так скажем, да, чтобы выразить ту мощь, ту идею, в которой она жила почти 2524 года тому назад. Это тысячелетие. И вот нашли ее же буквально недавно, насколько я понимаю, по-моему, в 2012 году, вот Бермюшель, вот 12 лет прошло. И, конечно, вот это же было, скажем так, научным открытием огромное ее нахождение, когда ее нашли, да. И так хочется, чтобы эта тема на балетной сцене, она вот будет звучать впервые. А вот хочется, чтобы это переросло в балет все же. Нет же балета у нас. Дай Бог, аминь, это будет все, видно дальше. Сейчас бы вот справиться с хореографической композицией, да. Это именно композиция, это номер я не могу вот так назвать, потому что и хронометраж не маленький. И в то же время вот та сила, вот мне очень нужно, чтобы мальчики, они отразили ту веками накопленную силу. Я позвонила Крыму Алтынбековичу, я попросила у него разрешения взять эту тему, а он мне сказал, говорит, Анвара, говорит, Сарматская живет уже абсолютно своей жизнью вне меня. Я благословляю тебя. Он дал свой бата, и причем такими красивыми словами, я, к сожалению, это процитировать не смогу. И я ему объяснила, говорю, я очень хочу, чтобы сарматскую жрицу обрамляли вот мужчины, да. Кто может быть? Шаманы, воины. Он говорит, нет никаких шаманов, только воины, только воины. И вот с его благословения мы делаем, по пластике, немножко графичная пластика, отталкиваясь от найденных артефактов, вот даже, например, позировки того же перских воинов, например. И вот эти положения, поэтому здесь есть кое-какие статичные, но зафиксированные графичные положения, они идут оттуда. Маски ко мне пришли, идея пришла в процессе постановки. Как обобщающий элемент, стирающий, да? Да, вот пространство, время, и вот поэтому такой собирательный образ. А сарматскую жрицу, естественно, учитывая, что это балетный язык, мы в таком наряде, вот как здесь, не сможем, то есть это надо решать тогда другим пластическим языком. И здесь мы сделали, да, мы его сделали комбинезоном, но вот сверху вот этот красивый кафтан мы сделали как длинный халат такой, но длину головного убора и детализация головного убора практически один в один сохранилась, да. В этом контексте мы внимательно все изучали, смотрели, вот прям, где мы полностью хотим отразить вот эти детализацию, зеркало, треножники, да, посуда найдена. И вот Астана-опера, ребята, все цеха стараются как максимум. Это, да, задействован бутафорский цех, и вот они работают над этой постановкой наш вместе. Анвара Ариповна, вы хотели сказать о Бахыте Кайырбекове? Да, Бахыт Гафуч. Вообще, когда я пришла к теме сарматской жрицы, конечно, я к нему обратилась. Это было несколько лет тому назад, до пандемии, даже так скажу вам. И вот тогда он меня повез к Крыму Алтынбековичу. А сегодня это буквально было, буквально вчера, я вам так скажу, откровенно. Дело в том, что я к нему позвонила, позавчера, я позвонила и сказала ему, Бахыт Гафуч, а можно ли ваши стихи использовать в качестве эпиграфа к сарматской жрице? Я помню, что на стене висело у Крыма Алтынбековича в лаборатории. Говорит, нет, это, говорит, не сарматская жрица посвящение, это Крыму посвящение. Да вы что? Я так, я думала, это почему-то я, видимо, что-то перепутала. И сегодня открываю телефон, WhatsApp, и Бахыт Гафуч написал стихи, посвященные сарматской жрице от 30 мая 24 года. Я не знаю, как меня вызывает
бесконечное восхищение и благодарность Бахыту Гафучу. Я даже не знаю, как выразить свои чувства, эмоции, мою благодарность за, знаете, за эту искренность. Человек, вот, он я рад, что это кому-то нужно. Не знаю, низкий мой поклон Крыму Алтынбековичу, Бахыту Гафучу, Людмиле Антоновне, моей Жуйковой, моему научному руководителю, моим педагогам, всем, которые, я думаю, научили меня, наверное, ну, может быть, я громко скажу, но как бы доходить до истины. Вот прежде чем ты что-то хочешь сказать свое, ты должен, наверное, что-то знать более-менее. Ну, не могу сказать, что я очень много знаю, но, по крайней мере, с людьми, с которыми я работаю, и мои намерения и желания, они поддерживаются такими личностями. Это счастье, это огромное человеческое, творческое счастье. Я благодарю Всевышнего за то, что такие люди рядом. Бахыт Гафуч, спасибо огромное-огромное. Я бесконечно благодарю вас. Это чудо вот сегодня, это просто какое-то чудо. Спасибо. Это так было искренне. Я вообще не люблю, Амина, много говорить, особенно перед премьерами. Можно говорить после, а вот перед это всегда сложно, потому что я всегда говорю, поле битвы – это сцена. Много слов – это много слов. Лучше один раз показать, чем много говорить. Опустошенно здесь, конечно. Я очень надеюсь, что зритель, понял, принял наши идеи. Я очень благодарна артистам, потому что они собрались. Спасибо всем службам, которые такую гигантскую работу проделывают для того, чтобы вот 5-6 минут быть на сцене. Благодарю всех, кто принял участие в создании вот этого всего. Настроение, я не знаю, вот немножко опустошение есть и волнение, переживания, конечно. Конечно, до сих пор это будет. Не знаю, насколько это, когда отпустит, но я рада, что это состоялось. Я очень рада, что это состоялось на замечательной сцене Астана Оперы. Огромное спасибо Алтынай Абдрахимовне за то, что она дала возможность нам реализовывать здесь свои идеи. Спасибо Алмату Шардаровичу, моему постоянному соавтору. Спасибо ему огромное.